эфире программа «Интервью». Здравствуйте. Сегодня представляю гостя в студии. Это Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации, член фракции ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, наверное, который сегодня хотелось бы мне задать в этот апрельский день. 6 апреля исполнилось 2 года со дня смерти Владимира Вольфовича Жириновского. Вот были мероприятия проведены и в Уфе, и в России в целом. Сейчас, вот спустя 2 года, чувствуется все равно, что вот бессменный лидер ушел? Ну, конечно, чувствуется. 2 года прошло с момента ухода Владимира Вольфовича. Это человек-легенда, великий человек, не побоюсь этого слова, с помощью своего интеллекта, который мог заглянуть в будущее, как говорит Леонид Эдуардович. Действительно это так. Я не верю в то, что он был каким-то провидцем, просто обладал огромным количеством знаний, аналитическим умом, был историком, знал Восток хорошо. И поэтому действительно, благодаря всему этому, мог предсказывать определенным образом события. Он говорил, что история циклична. Конечно, его не хватает. И не только нам, но и всей стране, а может быть и всему миру. Такие люди рождаются раз в 100, а может быть в 200 лет. Поэтому, конечно, мы с удовольствием смотрим и с печалью его видео. Видео смотрит вся страна, постоянно люди подходят и на улицах, где-то еще подходят и говорят: мы вот смотрели видео, вспоминали Владимира Вольфовича, так его нам не хватает. И действительно по всей стране прошли мероприятия, здесь, в Башкирии, на ВДНХ, также прошло мероприятие большое, которое было посвящено памяти Владимира Вольфовича. Был показан фильм, люди пообщались, посмотрели фотографии, фотовыставка также прошла здесь. Ну и обсудили Владимира Вольфовича, его предсказания, так называемые. Ну и, собственно говоря, судьбу нашей партии, которая, несмотря на уход Владимира Вольфовича, несмотря на самые такие темные и негативные прогнозы, сохранила свое место на политическом Олимпе Российской Федерации. Мы никуда не ушли, мы также продолжаем его дело. И главное — это помощь людям. У него на огромном камне как раз высечена надпись: если вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Ему задал вопрос один из журналистов. Он сказал: верните меня обратно, лучше я буду идти по тайге полуголодный, но помогать людям. Он жил этой жизнью, действительно родился в бедной семье, поэтому пронес вот это трепетное отношение к людям, всегда старался помочь, и люди это чувствовали, потому что это было действительно искренне. Конечно, нам его не хватает, но мы продолжаем его дело, помогаем также людям. Наша приемная открыта, в том числе в Башкирии, практически во всех районах. Наши координаторы, наши активисты ждут вас, дорогие наши граждане. Приходите, если у вас есть проблемы, в частности на Советскую, 18 в городе Уфе. О работе отделений мы еще поговорим, а пока хотелось бы в целом о партии поговорить, о том, что вы говорите, что ЛДПР продолжает работать, и в частности продолжает работу над законопроектом, и один из них — это законопроект о вейпах. Вот можете о нем рассказать поподробнее? Ну, понятно, что тема такая уже немножко заезженная. Мы понимаем, что вейпы — это вредно, мы знаем об этом, но между тем продажа вейпов продолжается. И несмотря на кажущуюся легкость этих вейпов, электронных сигарет по-другому, мы не знаем на самом деле химического содержания тех жидкостей, которые курятся. То есть это испаряется, этот пар, который вдыхают люди. Ну и особенно увлечена, конечно, этими вейпами у нас молодежь. Тут некоторые товарищи немножко перефразировали, что это не инициатива ЛДПР. На самом деле первыми заявили о запрете продажи вейпов именно в ЛДПР. Мы первые занимались этим вопросом, потому что жизнь и здоровье граждан для нас это приоритет в ЛДПР. Тем более жизнь и здоровье нашего подрастающего поколения, нашего будущего, будущего нашей страны.
И, конечно, здоровье молодежи, прежде всего, для них. То есть, если сигарету покурив, люди там кашляют, неприятные ощущения. Здесь ароматизаторы убирают все эти неприятные ощущения. Человек курит, вроде бы выдыхает просто дым, а на самом деле наносится тяжкий вред здоровью. Люди даже умирают. Ну вот, мы видим даже в СМИ некоторые материалы. И несмотря на то, что продажа несовершеннолетним запрещена, в основном, конечно, дымят, извините за выражение, это как раз вот малолетки так называемые, подростки. И какой вред здоровью наносится? Медики даже говорят, что возможно последствия бесплодия. Это ведь демография, это вопрос национальной безопасности, вопрос будущего нашей страны. И, конечно, мы выступаем за запрет, хотя мы в принципе стараемся ничего не запрещать. Но в данной ситуации, когда речь идет о будущем страны, о нашем молодом поколении, мы вынуждены делать эти шаги. Иван Константинович, еще хотелось бы поподробнее поговорить о законопроекте именно о паспортах, которые выдаются за последние 10 лет. Возможно, я что-то не точно сказала, но вот прошу вас поправить. События, которые произошли, трагические события, которые произошли в Крокус-Сити, погибли люди, более 140, почти 150 человек. Есть еще люди, которые находятся в больницах. Трагическая ситуация показала всю ущербность миграционной политики в нашей стране. И еще Владимир Вольфович говорил, что вообще недопустимо такое количество мигрантов на территории России, потому что он говорил, что наши люди вполне могут справиться с той работой, которую выполняют мигранты. Не секрет, что там есть и коррупционная составляющая где-то в привлечении мигрантов. На самом деле мы можем справиться и своими силами. Недопустимо замещение коренного населения пришлым населением, причем теми людьми, которые зачастую где-то на родине и не нужны. И в том числе радикалы, те, которых выгоняют практически из Узбекистана, из Таджикистана, сюда выталкивают на территорию России. Вот. Поэтому эта ситуация трагическая, конечно, заставила взглянуть по-новому, в том числе власть, по-новому взглянуть на проблемы миграции. И те случаи, о которых мы постоянно говорили на протяжении десятков лет, когда выдавалось гражданство, выдавались паспорта тем людям, паспорта Российской Федерации, тем людям, которые даже по-русски не говорят. Безумная ситуация, то есть в Подмосковье класс из 30 человек, 25 человек, которым не говорят по-русски. Но что в этом классе происходит, вы представляете? Безусловно, конечно, есть коррупционный элемент во всех этих вопросах. Поэтому наше предложение проверить выданные паспорта, как они выдавались, с нарушениями или нет, за последние 10 лет. И, конечно, привлечь к ответственности тех, кто занимался этим вопросом, а это бизнес. Бизнес, это большие деньги. То есть, потому что многие люди, которые приезжали к нам с Донбасса, из Луганска, из Донецка, они мучились и не могли получить гражданство, не могли сдать экзамен по русскому языку. А те ребята, которые не бельмесы, извините, по-русски, спокойно получали за небольшое вознаграждение гражданство Российской Федерации. И, конечно, те, кто выдавал это гражданство, им должны серьезно пострадать. И сейчас этим занимаются на самом высоком уровне, потому что проблема очень серьезная. Это целая армия, понимаете, тех, кто не пьет, не курит, и по щелчку может совершить вот такого рода действия. И Крокус-Сити в некоторых моментах может показаться вообще детской шалостью. Поэтому, конечно, вот надо такие вещи предотвращать. Над этим надо работать. Это вопрос очень серьезный, это вопрос национальной безопасности. И по ходу нашего интервью мы говорили о том, что мы еще обсудим работу отделений в Республике Башкортостан, да, вернемся от таких глобальных вопросов к республиканскому уровню. Открыты ли отделения, когда можно туда прийти, с какими в основном обращениями приходят люди? Совершенно с разными обращениями. И вот мы проводили опрос, как раз «Скажи Слуцкому правду». Опрос как раз направлен был на то, чтобы выявить динамику решения проблем, потому что люди обращаются, например, в 2009 году, они говорят, что у нас проблема дорога. Ну а сейчас проблема
это решено, дорога построена. Ну и у них другой вопрос, например, незаконная свалка, понимаете? То есть это тоже проблема. Опять же, высокие тарифы ЖКХ, отсутствие рабочих мест, отсутствие дорог, отсутствие отопления. Ну, в частности, вот взять Максимовку. Там где-то подтопление, где-то нет дорог. Хотя Максимовка основана в 1611 году. Это Калининский район города Уфы. Люди ходят в резиновых сапогах на работу. Ну, как бы это, наверное, неправильно. Эту ситуацию надо менять. Шакша тоже проблемный район. Поэтому у нас проблем много на самом деле. И, конечно, ну вот и занимались тем, что проверки наших газовых приборов, да, тоже возросли в стоимости. Этот вопрос обсуждался на заседании Государственной Думы. И пенсионеры просто говорят: слушайте, вы для этого нам поднимали пенсию, чтобы мы больше платили этим компаниям? В частности, в Самарской области в 3 раза увеличилась стоимость подобного рода услуг. Но это недопустимо. Ну, где-то и уголовные дела не расследуют, где-то проблемы со здравоохранением, люди не могут записаться к врачу, где-то не могут получить справку для того, чтобы попасть в бассейн, терапевт отказывает им. То есть проблем на самом деле очень много. Государство занимается этими вопросами, но мы, как депутаты, где-то должны, руководствуясь старым принципом ЛДПР, который гласит: заставим власть работать. Потому что где-то власть может не дорабатывать, не всегда это видно. Поэтому на это направлена основная работа депутата. Основная работа депутата – это работа с людьми, прием граждан. Кстати, он пройдет 20 у нас апреля, всероссийский прием граждан. Будут проходить субботники по всей стране. Тоже, кстати, безобразие. Я выезжал не так давно на природу, смотрел, ну просто ужасное количество мусора. Все-таки вот этими вопросами мы тоже занимались, проводили акции, раздавали вот одноразовые мешки для мусора людям. Но между тем вот проблема до сих пор остро стоит. И люди, потом же приезжаете вы на это же место отдыхать. Ну зачем вы там гадите? Возьмите одноразовые мешки, вывезите мусор. Не засоряйте природу. Ну, это, наверное, менталитет и проблема, которая, может быть, еще не так скоро решится и одними раздачей, может быть, мешков. Да, ну я же говорил уже про незаконные свалки, опять же, да. То есть это тоже проблема, ущерб экологии. Ну и, конечно, людей волнует паводок сейчас, потому что мы видим те события, которые произошли в Оренбургской области. Мы надеемся, конечно, они нас обойдут стороной, но на 20-21 у нас в республике планируется пик паводка. Но мы надеемся, что мы готовы, все-таки нас эти события обойдут стороной. Поэтому разные вопросы люди задают, но двери ЛДПР всегда открыты. Мы сделаем все для того, чтобы вам помочь, ничего не обещая. Иван Константинович, спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, ответили на эти вопросы. Надеюсь, еще не раз мы с вами увидимся. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.